Национальная библиотека Удмуртской Республики, Межрегиональная федерация чтения, партнер чемпионата литературная премия «Ясная поляна» и абсолютно несуществующая компания Михаил Фаустов и сыновья представляют отборочный тур чемпионата по чтению вслух в городе Ижевске «Открой рот». Мы хотим поблагодарить наших партнеров. Это Удмуртская государственная филармония, предоставившая нам этот зал, и печатная компания «Оранжевая студия». Я зовут Антон Кузнецов, и в 2016 году на первом чемпионате, который проводился в Ижевске, я победил, стал чемпионом города Ижевска, и вот теперь я стою здесь в качестве ведущего. Это традиция чемпионата «Открой рот». Соответственно, я очень хорошо представляю себе все, что прочувствуете сегодня вы на этой сцене. Дело вам предстоит легкое, но веселое. Но чемпионат есть чемпионат, и, конечно, этот чемпионат должны оценивать наши судьи. Я с удовольствием представляю жюри нашего отборочного тура. Татьяна Владимировна Тенсина, директор национального... Елена Алексеевна Подшивалова, профессор кафедры Фаина Ивановна Будина, заслуженная артистка. Вероника Владимировна Моисеева. Большинству представлять не нужно. Преподаватель кафедры театральное творчество Удмуртского республиканского колледжа культуры. И Надежда Тихоновна Михайлова, Михайловская, простите, читается из культуры Удмуртии, председатель Республиканского совета ветеранов культуры и искусства при Министерстве культуры и искусства. Итак, эти люди сегодня будут безжалостно оценивать тех, кто будет читать сегодня тексты. И одно из правил нашего чемпионата гласит, что правила игры меняются по ходу игры. В более ранней версии это правило звучало немножко иначе. Ведущий на любом этапе чемпионата может проявлять произвол любой степени. Вот этим своим правом я сейчас и воспользуюсь. Дело в том, что по условиям чемпионата в отборочном туре участвует не более 15 человек. Сегодня у нас на чемпионат заявились 22 участника. И поэтому я объявляю нулевой тур отбора. Расскажу сейчас, как он будет проходить. Вы будете выходить по 6 человек и вытягивать с этого стола листочки, на которых написаны рубаи. Это такие замечательные восточные стихи, коротенькие. Далее, для жюри рассказываю, как проходит нулевой тур. 2 человека выходят, по очереди читают то, что им досталось, и вы из этих двоих простым голосованием выбираете того, кто пройдет в следующий тур. Все очень просто. Я совершенно жестокий.
всем уважаемым участникам и зрителям нашего чемпионата я хочу напомнить еще об одном правиле чемпионата «Открой рот». Мы можем мало того, что поддерживать своих участников, еще у нас не возбраняется кричать судью на мыло, если вам не нравится оценка. Поэтому останется сегодня, я так думаю, всем. Ну а мы вот так вот радостно и весело начинаем нулевой тур нашего чемпионата. И на сцену приглашаются Анастасия Попова, Владимир Есения Злобина, Анастасия Шляева и Денис Горбунов. Итак, Анастасия Попкова и Данил Перевозчиков. Да, я очень попрошу уважаемых наших зрителей поддерживать активно участников, но во время чтения сохранять тишину, пожалуйста. Итак, Анастасия. Хорошо. Я думаю, что лучше быть одиноким, чем жар души кому-нибудь дарить. Бесценный дар, отдав кому попало, родного встретишь, не сумеешь полюбить. Не уходите далеко. Анастасия. Да, я. В час, когда совершилось начало, рад был каждый и больше не ожидал. Спор больше всегда становился лишь ссорой. Вот мораль, чтобы жадным ты в жизни не стал. Итак, участники, которые прочитали, пожалуйста, сюда, выйдите вперед, чтобы мы на вас посмотрели. Итак, жюри, я прошу вас проголосовать, кто за то, чтобы в конкурс прошел первый участник. Это руку просто? Да, да. Итак, единогласным решением мы приветствуем еще раз Анастасию, аплодисменты. Следующий тур. А у нас следующие два участника. Итак, кто из вас будет первым? Мужчина по традиции начинает. Я школяр в этом лучшем из лучших миров. Труд мой тяжек, учитель уж больно суров. До седин я у жизни хожу в подмастерьях, все еще не зачислен в разряд мастеров. В полях межа, ручей, сна кругом. И девушка идет ко мне с вином. Прекрасен мы! А стану вечно думать. И, конечно, поджал на постучи. Ну что, жюри, итак, я прошу голосовать за первого участника, за мужчину. Кто за то, чтобы он прошел? 4 голоса. Кто за то, чтобы прошла девушка? 1 голос. Большинство голосов, молодой человек. Мы благодарим. И последние 2 участника. Итак, прошу. Интересный текст. Так, прошу. В небесном кубке хмель воздушных роз. Разбей стекло тщеславно мелких грез. К чему тревоги, почести, мечтания, звон тихий струн и нежный шелк. Саду планет, что круг извечный свой вращают, 2 рода смертных, знай, плоды судьбы вкушают. Те, что познали все, и доброе, и злое, и те, что ни себя, ни дел мирских не знают.
Арина Погудина, Наталья Шемякина, Александра Овечкина и Анастасия Юрпалова. Вот сейчас у нас будет совершенно женское прочтение. Возьмите тексты, пожалуйста. Возьмите тексты, пожалуйста. И первая пара Анна Серебрякова и Полина Башенина. Прошу вас, выходите вперед. Решайте, кто из вас будет читать первую. А прошу тишину в зале. В этом мире на каждом шагу западня. Я по собственной воле не прожил и дня. Без меня в небесах принимают решения, а потом бунтарем называют меня. Спасибо. Я презираю лживых, лицемерных, молитвенников сих, ослов примерных. Они же под завесой благочестия торгуют верой хуже, чем всех неверных. Спасибо. Итак, жюри голосует за первую участницу. 3 голоса. За вторую участницу 2. С небольшим перевесом побеждает нас участница номер 1. Нет стихи в корзинку. Вообще с использованными текстами мы нынче поступаем жестоко. Мы их рвем, мнем, выбрасываем. Можно на память взять. Можно, если будет желание. Итак, пожалуйста, вторая пара участниц. Я пред тобою лишь не потаюсь, своей великой тайной поделюсь. Любя тебя, я в прах сойду могильный, и для тебя из праха поднимусь. Веселись, ибо нас не спросили вчера. Эту кашу без нас заварили вчера. Мы не сами грешили и пили вчера. Все за нас небеса предрешили вчера. И я прошу голосовать за первую участницу жюри. 4 голоса. За вторую участницу 1 голос. Итак, аплодисменты второй участнице. Девушка, вы не уходите, пожалуйста, подойдите к столу. Да. И ваша очередь пришла. У вас было больше всех времени подготовить свои тексты. Вы, наверное, готовы очень сильно. Итак, кто из вас начинает? Камень, ножницы, бумага. Хорошо. Я несчастен и мерзок себе, сознаюсь, но не хнычу и кары небес не боюсь. Каждый божеский день, умирая с похмелья, чашу полную требую, а не молюсь. В этом мире неверном не будь дураком. Полагаться не вздумай на тех, кто кругом. Трезвым оком взгляни на ближайшего друга. Друг, возможно, окажется злейшим врагом. Итак, мы голосуем за участников. Пожалуйста, кто за первую участницу? Жюри. 4 голоса. Кто за вторую участницу? А мне вторая нравится. А проголосовали за первую? Да. Мы выбираем. Мы выбираем, первую или вторую. Итак, вторую участницу ваша аплодисменты. Пожалуйста, берите тексты, знакомьтесь. Я как актер оценил этот жест. Я к Алине обращаюсь. Итак, пожалуйста, первые участники. Ура! У нас есть музыка. Итак, Елена Фурман и Ольга Яковлева, прошу вас к микрофону. Кто из вас начнет? Хорошо. Я познание сделал своим ремеслом. Я знаком с высшей правдой и низменным злом. Все тугие узлы я распутал на свете, кроме смерти, завязанной мертвым узлом. Я не тот, кого мысли о смерти гнетут. Сомневаюсь, что там было хуже, чем тут. Эту жизнь я вернуть своевременно должен. Ну а там вместо времени вечность лежит. Спасибо. Итак, я прошу голосовать за первую участницу. За вторую 5 голосов. Итак, спасибо за участие. Пожалуйста.
Итак, молодые люди, прошу вас, сейчас мужская битва в кои-то веке у нас возникла. На мой взгляд, рубаи должны мужчины читать. Да, и писал в основном мужчина. Итак, прошу вас, кто из вас начнет? Давайте я. Хорошо. Я пьяным встретил раз в преддверию кабака, с молельным ковриком и губком старика. Мой изумленный взор заметив, он воскликнул: смерть ждет нас впереди, давай же пить пока. В этом мире глупцов, подлецов, торгашей, уши мудрый заткни, рот надежно зашей, веки плотно зажмурь, хоть немного подумай о сохранности глаз, языка и ушей. Итак, мы голосуем за первого участника. 1 голос. За второго участника 4 голоса. Так, благодарю вас. Вам нужно подойти к столу, пожалуйста. Не уходите далеко, подойдите к столу, зарегистрируйтесь. Итак, прошу вас, кто начнет? Я знаю мир, в нем вор сидит на воре. Мудрец всегда проигрывает в споре с глупцом. Бесчестный честного стыдит, а капля счастья тонет в море горе. Прошу вас. В мире временном, сущность которого тлен, не сдавайся вещам В мире временном, сущность которого тлен, не сдавайся вещам несущественным в плен. Сущим в мире считай только дух вездесущий, чуждый всяких вещественных перемен. Итак, голосование, пожалуйста, за первую участницу. 3 голоса. За вторую участницу 2 голоса. Итак, спасибо. И последние 4 участника нулевого отборочного тура. Я приглашаю на сцену Дарью Сергееву, Лилию Авхадееву, Павла Поздеева и Анастасию Дымову. Итак, прошу вас на авансцену. Я пришел, не прибавилась с неба краса. Я уйду, будут так же цвести небеса. Где мы были, куда мы уйдем, неизвестно. Глупые домыслы всякие и словеса. Я кувшин, что из силы об камень схватил. И этот вечер я лишнего, видно, схватил. О, несчастный, кувшин завопил, и с тобою точно так же поступят, как ты поступил. Оценить выступление участников. Первая участница. Сложно даже вот обе одинаковые. 4 голоса. За вторую участницу? Я бы тоже. 1 голос. Вам все-таки приходится делать выбор. Как бы то ни было, нужно выбирать. Итак, вам спасибо за участие, аплодисменты. А вам и завершают наш отборочный тур 2 участников. Мужчина начинает по традиции. Я спросил у мудрейшего, что ты извлек из своих манускриптов. Мудрейший изрек: счастлив тот, кто в объятиях красавицы нежной по ночам от премудрости книжной далек. Спасибо. Я повествую только о своем, что в жизни много разного, и в нем мы усмотреть должны все краски бытия, чтоб не остаться у разбитого корыта. Итак, я прошу оценить выступление участников. Итак, первый участник. Нет голосов. За вторую участницу 5 голосов. Итак, вам спасибо за аплодисменты. Я хотел бы предложить жюри, возможно, у вас есть желание прокомментировать только что услышанное.
те принципы, которыми вы руководствовались, может быть, дать какие-то напутствия для участников в дальнейшем их. Есть желание что-то сказать? Два слова можно я скажу? Да, пожалуйста. Как, Вам микрофончик? Нет, наверное, я думаю, что все услышат. Ребята, вот чего. Мне не хватило культуры, что ли, речи. Вот, например, ожирение лишь баранам идет и не считается изъяном. Ожирение, и вы уже ставите точку. Я не помню, какие у вас стихи. То есть там, где мысль не закончилась, никогда не ставьте точки. Мысль, если не закончилась, голосово тянем наверх. Чтобы ожирение, видите, я не ставлю, а вы говорите ожирение. И начинаете мысль заново, как будто там уже все, предложение закончилось. Ожирение лишь баранам идет, и еще не закончилась мысль. И не считается изъяном. Вы ставите точку. Это раз. Голосово, если нет, значит, точки, тянем наверх. Теперь, мне не хватает просто артикуляции, ребята. Занимайтесь каждый день, особенно кто этим, непосредственно обязан заниматься. Студенты. Немножко вялость, губы, как они-то, безвольные. Вялая артикуляция. Да, губы должны помогать в образовании слова. И третье. Когда вы выходите на сцену, все равно посыл звука должен быть. Мы же не сидим на кухне, мы вот с ним бы так разговаривали, да? А мы когда вышли на сцену, мы с ним уже разговариваем так. Видите, посыл звука. Об этом не забывайте. И этим самым вы сами себя обкрадываете. Такие хорошие, мне так было жалко не голосовать за многих, но не донесли вы до меня вот эти очень самые главные, наверное, после смысла, самые 3 критерии. Смысл, конечно, надо в первую очередь доносить. Спасибо, ребят. Уважаемые участники, пожалуйста, не волнуйтесь. Поверьте, нам гораздо сложнее, чем вам. Вот правда, получите удовольствие от присутствия на этой сцене и от тех текстов, которые вы держите в руках и будете озвучивать. Очень вас всех прошу, пожалуйста, не волнуйтесь, потому что, еще раз говорю, нам сложнее, чем вам. Правда. Хорошо? Вот из состава жюри я, наверное, единственная, которая работала в составе и жюри 2016 года. Я вам желаю удачи, и нам очень сложно, и вот когда сейчас вам говорили посыл голоса, я понимаю, как сложно взять текст, который ты не готовил и не видел, и сразу сходу прочесть и передать тот смысл, который заложен в этом тексте. Это очень сложно. И я восхищалась и в 2016 году нашими участниками. И когда вел победитель российского конкурса, который приехал из Москвы, сказал, что Ижевск у нас побил все рекорды по количеству участников. Вот в это же самое время идет отборочный тур в городе Ульяновске, в областной библиотеке. Я думаю, что мы тоже побили рекорды. И не все, я поняла, что не все студенты сегодня здесь, люди разных возрастов, как это было в 2016 году. И поверьте, вот эти жестокие условия конкурса были состязающиеся, которые хотелось и того, и другого видеть в последующих этапах. Но вот таковы условия. Но я думаю, что сегодня мы не напрасно здесь проведем время. Спасибо. И мы, собственно говоря, готовы уже начать первый тур нашего чемпионата в городе Ижевске. И я хочу назвать тех, кто участвует в этом туре. Данил Перевозчиков, Владимир Чукланцев, Денис Горбунов, Марина Машенина, Александра Овечкина, Анастасия Юрпалова, Ольга Яковлева, Александр Кириллин,
Алина Гайнутдинова, Дарья Сергеева и Анастасия Дымова. И вам сейчас, дорогие участники, предстоит прямо сейчас, вот прямо вот с листа, взяв текст с этого стола, прочитать отрывок из русской прозы. Жюри оценивает участника двумя оценками. Первая оценка ставится за технику чтения, то есть за правильность ударений, за правильность произношения слов, за правильность интонации, за верную интонационную расстановку знаков препинания. То есть то, что называется техника речи. Вторая оценка выставляется за общее впечатление от прочтения. Каждая оценка от 1 до 6 баллов. У вас на столах есть карточки. Голосовать будете в открытую. В открытую. Будете поднимать и показывать карточку. Ну, точно. Надо нам страшно. Всем страшно. Теперь уже и жюри страшно, и участникам страшно. А уж как мне страшно. Страшно хочется почитать вместе с вами. Я на самом деле очень хотел участвовать в этом конкурсе. И когда мне сказали, что я буду, попросили вести, я разрывался между тем, отказаться мне и пойти читать тексты или все-таки вести. Но традиции есть традиции, и мне приятно вести этот чемпионат. И я приглашаю для участия в первом туре Данила Перевозчикова. На чтение отрывка у нас отводится 1 минута. Отрывки сейчас небольшие. Как правило, вы будете справляться с ними гораздо раньше, чем истечет время. Но если время в этих часах закончится, я остановлю читчика. Ну, именно так называются участники чемпионата по чтению. Там 5 минут? Минута. Итак, я прошу вас брать любой отрывок. И прошу сразу сходу читаем. Время пошло. Неожиданность. Вот чем так поразила ее встреча с отцом Антонием. Все оказалось по-другому. Все не как у людей. Он совсем не обрадовался тому, что она пришла креститься. Даже ни разу по-человечески не улыбнулся. Не сказал: «Ах, как хорошо, что вы пришли. Какое правильное вы приняли решение. Вы на спасительном пути». Не сказал даже: «Помолитесь накануне, почитайте Евангелие, у вас начинается новая жизнь». Сказал только: «Вымойтесь». Было в этом предвестие каких-то совершенно новых, неведомых отношений, нелицеприятных и вместе с тем странно домашних. Но еще удивительней было то, с каким затаенным волнением и напряжением говорил отец Антоний. Как Время. И остро. Спасибо. Мы остановимся. Так, текст вы можете взять себе на память, либо отправить его в корзину. А я прошу жюри. Да, огромная просьба ко всем участникам. Я думаю, что к моей просьбе присоединятся и жюри, и работники библиотеки. Давайте все-таки из уважения к авторам называть автора произведения. Конечно. Да, кто Майя это? Кучерская. Бог дождя. Автора и название мы все-таки прочитываем. Все, что у нас написано на листе. Итак, оценка за технику чтения для перевозчиков Данила. 5. Дальше. 4. Не вижу. 5, 4, 4, 3, 6. Оценка за общее впечатление от рассказа. 5, 5, 6, 5, 4. 3 пятерки, 4 и 6. Итак, общая сумма... Вы можете посчитать сейчас? Или потом будем считать? Хорошо. Итак, аплодисментами провожаем. Ему было сложнее всех, он начинал это все. Сейчас уже так, вздохнув слегка с облегчением, на сцену выходит Владимир Чуховец. Прошу вас, выбирайте текст. И... Юлий Бондарев, батальоны просят огня. Почему не разгрузили эшелон? Вы понимаете, что вы наделали? Чем дивизия будет стрелять по немцам? Почему не разгрузили? Товарищ полковник, я не успел. Молчите! Немцы успели! Инверезев шагнул к майору, и тот снова вскинул мягкий подбородок. Уголки губ его мелко задергались, в бессилии он плакал.
Офицеры, стоявшие рядом, отводили глаза. В ближних вагонах рвались снаряды. Один, видимо, бронебойный, жестко фырча, врезался в каменную боковую стену вокзала. Посыпалась штукатурка, кусками полетела к ногам офицеров. Но никто не двинулся с места. Лишь глядели на Инвериза. Плотный румянец залил его другую щеку. «Под суд!» — низким голосом выговорил Инверизов. «Я отдам вас под суд». Итак, оценка за технику чтения. Покажите мне, да. 3 пятерки и 2 шестерки. 5, 5, 5. Оценка за общее впечатление. Я не вижу. Да. Все судьи... Нет. 4 оценки 6 и 1 оценка 5 баллов. Спасибо. На сцену приглашается Денис Горбунов. Прошу, выбираем текст. И вперед. Ольга Громова, «Сахарный ребенок». Как-то получалось само собой, что Уляша вечерами стала оставаться у нас и слушала мамины рассказы. Мама понемногу читала мне стихи из своей хрестоматии и рассказывала все, что знала и что было как-то связано с этими стихами. Сколько же стихов, песен, рассказов, посвященных, например, 1812 году, мы услышали в эти вечера. Иногда стихотворение читалось несколько дней. Так, 72 строчки из «Бледного всадника», посвященные городу, мы читали неделю. Мама рассказывала и об истории Петра I, и о флоте, и о войне со шведами, и о знаменитых архитекторах. Все, что могла, мама мне рисовала. Я до сих пор помню и люблю пушкинского полководца. Сколько вечеров, затаив дыхание, я слушала истории о постройке Зимнего дворца, Эрмитажа, рассказ о величайшей в мире картинной галерее и о том, что там можно увидеть. Спасибо, Владимир. Итак, я прошу наше уважаемое жюри оценить технику чтения Дениса. 3 пятерки, 4 и 6. Оценка за общее впечатление. 4, 4, 4, 5, 5. Аплодисменты, спасибо. Итак, а на сцену приглашается следующая участница, что у нас начали мужчины, да, так дружно. Ну вот первая участница Полина Башенина. Прошу вас выбрать. На Рене Абгарян с неба упали 3 яблока. Наигравшись вдоволь в снегу, завалившись шумной гурьбой к Нане, стягивали зубами заледеневшие рукавички, скидывали боты, сваливали пальто и шапки на топчан в коридоре и бежали. Бежали громко, топая по полу. До сих пор помню обиженный скрип досок на кухне. Наня нас ждала там. Нальет густой фасолевых похлебки, посыплет сверху свиными шкварками, нарежет соленой красной капусты, натрет засушенные на печи ломти домашнего хлеба зубчиком чеснока. Не знаю ничего вкусней незамысловатой деревенской еды. После сытного обеда она усаживала нас вокруг себя и рассказывала притчу о 7крылых ангелах, у которых каждое крыло одного цвета радуги, а каждое перо разит 7 темных дев. Спасибо. Аплодисменты. Итак, оценка за технику чтения. Все судьи 4 балла. Оценка за общее впечатление. 3, 4 и 5, 5, 5. Вы можете ставить себе, можете выбросить. А на сцену приглашается Александра Овечкина. Огромных аплодисментов. Выбирает текст и прошу вас. Александр Григоренко. Ну да. Девушка, которую он выбрал, была красива. Но непутевый отец дал ей мужское имя – Ядно, или Пешеход, чем отпугнул от дочери всех законных женихов. Юноши опасались, что с неженским именем приведут в дом не женскую мужскую силу. Мэбет посмеялся над пустоверием и предпочел именно Ядно.
Только с детьми ему не повезло. Жена ежегодно рожала девочек, умиравших одна за другим младенцами или по истечении немногих лет. Мабет хотел прогнать жену и взять другую, но прежде чем он решился на это, Ядня снова забеременела и принесла ему сына. В месяц ветров, когда от всеохватного снега земля и небо теряют свои различия, Мабет вошел в нечистый чудо роженицы, взял в руки мокрое кричащее тельце, подержал немного, вернул его жене и вышел, не сказав ни слова. Спасибо. Аплодисменты тоже для вас. И оценки за технику чтения. Так, прошу. 3, 4, 4, 4, 4. Оценка за общее впечатление. 5, 4, 4, 4, 3. Спасибо. На сцену приглашается Анастасия Юрпалова. Так, прошу вас. Елена Родецкая, нет имени тебе. На другой день я вынуждена была съездить к отцу за деньгами. Я не очень часто это делала и не считала, что слишком его обременяю. А деньги он давал безропотно. На окошко мясу съела. Отцу предварительно позвонила, потому что не знала, есть у него деньги при себе или нет. Свидание назначила возле работы. Ждала долго и замерзла, сидела, скрючившись на вертохуре дерзкой горки в разноцветном теремке. Появился он внезапно, от неожиданности съехала по скату горки. Я давно его не видела. Выглядит хорошо, потолстел, розовый, гладкий, но похоже, что закладывает. Говорит: у тебя родился брат. И что же, чепчика нет, чтобы воздух бросать. Отвечаю: поздравляю тебя и себя. Взяла деньги и отвалила. Спасибо. Ну что, оцениваем технику чтения Анастасии. 3 пятерочки, 6 и 4 балла. Оцениваем общее впечатление. 5, 5, 5, 5, 4. Спасибо. А на сцену приглашается Ольга Яковлева. Так, прошу. Роман Сенчин и Елтышева. Елтышев слушал рассказы об убийствах и самоубийстве. Наблюдал, как полыхает клуб на той стороне улицы, почти равнодушно. Конечно, во время пожара опасался за свой домишко, а погибших молодых еще людей не жалел. Бессмысленно и глупо текла их жизнь, глупой были их страсти и любови. Глупой оказалась и гибель. Да и в жизни своей семьи тоже все сильнее ощущал он эту бессмысленность и напрасность. Конечно, было что-то, наклевывалось вроде удачи, возникали просветы, но тьма постепенно и настойчиво сгущалась все плотнее. Надежда сменялась злобой и тоской, почти уже беспрерывно. Спасибо. Не уходите, пожалуйста, дождитесь своих оценок. Примите свое решение. Итак, оценка за технику чтения. 2 пятерки, 3 четверки. Оценка за общее впечатление. 5, 5, 5, 4, 4. Аплодисменты. А на сцену приглашается Александр Кириллин. Так, прошу вас. Марина Арамштам, когда отдыхают ангелы. Татьяна Владимировна одобрительно кивнула мальчику-солдатику, позволила ему сесть, а потом поделилась с классом своими подозрениями. Алина, наверное, не умеет смотреть, или у нее что-то с глазами, какая-то болезнь. Вот это что такое? Она взяла карандаш и показала на неваляшку дедушки. «Это борода», — сказала я тихо. По правилам я должна была что-то сказать. Вы слышали? Некоторое время Татьяна Владимировна одобрительно взирала на развеселившийся по команде класс, а потом призвала учеников к молчанию. Вы где-нибудь видели неваляшку с бородой? И я не видела. Никогда.
Мы учимся в 1 классе, и я пока не ставлю вам оценки. Но за эту бороду нужно было бы поставить 2. Спасибо, аплодисменты. И оценки за технику чтения. Все судьи 6 баллов. Оценка за общее впечатление 5, 5, 6, 6, 6. Спасибо. На сцену приглашается Алина Гайнутдинова. Итак, прошу вас. Андрей Жванецкий, Пастернак. Я честно пыталась лечь поспать, но как только закрывала глаза, видела перед собой класс, который на меня смотрит. От ужаса просыпалась. Вроде бы мама ко мне в комнату заходила, я помню ее холодные руки на моем лбу. Помню, она говорила что-то успокаивающее. Потом мне начало сниться, что ко мне летит историк с огромными крыльями и тяжелым клювом, долбит меня в висок, а за ним прилетает ястреб, клювом отгоняет историка. И мне становится почти хорошо. Голова болит, но как будто это не моя голова. В этот момент я, наверное, очнулась, потому что смутно помню людей в белых халатах и капельницу, и мимо заплаканное лицо. Спасибо. Аплодисменты. Сложная запутанная история. Итак, оценка за технику чтения, пожалуйста. 5, 4, 4, 4, 3. О, 6. Последняя оценка 6 баллов. И оценка за общее впечатление. 6, 5, 4, 6, 1. Аплодисменты. Да? 5. Еще раз, 5. Судью намыло, да? Последняя оценка 5. Еще раз поднимите, пожалуйста, оценки за общее впечатление. 6, 5, 4, 6, 5. На сцену приглашается Дарья Сергеева. Итак, прошу вас. Андрей Дмитриев, крестьянин и тинейджер. Отец отдал им свою новую Toyota Camry. Они не дали делу ход. Максим выгнал из дому. С тех пор жил где-то в теплой стране среди своих облакотных подружек и друзей. Раз в 2 недели приходил и требовал денег. Отец ему их не давал и никогда не выходил к нему навстречу. Мать плакала, совала 1000-другую, потом отец мучил ее упреками до самого утра. Гера все слышал через стенку и все не мог уснуть. Молча молил их прекратить, ведь это совершенно бесполезно. Недели не пройдет, как вновь объявится Максим. Отец его опять не впустит, а мать, догнав его у лифта, сунет ему пару купюр в карман его измыганной рваной куртки. Однажды и у матери не оказалось денег. Максим ударил ее локтем так, что у нее потом долго ныло ребро. Сел в лифт и исчез, как оказалось, навсегда. Спасибо. И мы оцениваем технику чтения Дарьи. 4, 6, 5, 4, 4. Оценка за общее впечатление. 5, 4, 6, 4, 4. Спасибо. И на сцене у нас Анастасия Дымова, которая завершает первый круг нашего чемпионата. Елена Катишонок, жили-были старик со старухой. Старшей девочке уже исполнилось 11, и она была главной и единственной помощницей матери по дому, и, разумеется, няненькой для детей. Округлостью и чертами лица Ирочка очень походила на мать, только некой суровости и властности в этом нежном лице не читалось. Оно было спокойным, мягким и улыбчивым. Догадывалась ли девочка, что у отца была любимицей или нет, неизвестно. Но не было случая, чтобы они не понимали друг друга. И тогда, и 40 лет спустя. Она уже ходила в школу и своей старостью
и своей страстью к учебе изумляла родителей. Сами они ничему, кроме молитв, никогда не были обучены. Книг в доме не водилось, мать, которую к тому времени все в семье, включая мужа, звали мамонькой, умела быть полнословной владычицей в доме. А отец знал свое ремесло, в котором аршин, опыт и вдохновленный ум собственных рук заменяли школьную премудрость. Спасибо, аплодисменты. И я прошу оценить технику чтения. 4 пятерки и 4 балла. Оценка за общее впечатление. 6, 6, 5, 5, 4. Аплодисменты. Вот так вот весело мы закончили первый тур. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на 3 пакетика, которые стоят внизу. Может быть, кому-то видно, кому-то нет. Но тем не менее они тут стоят. Именно в этих пакетиках хранятся тексты, которые повезет прочитать финалистам нашего сегодняшнего чемпионата. Это будут стихи Андрея Вознесенского. Страшное дело, да? Жюри уже хватается за голову. Пожалуйста. Уильям Фолкнер, поселок. В то время он жил со своей первой женой, той, что вывез из Джефферсона. А потом в один прекрасный день ее папаша подогнал фургон, погрузил ее туда вместе с мебелью и сказал Эбу: смотри, мол, явишься еще по эту сторону у Айтливского моста, пристрелю, так и знай. Детей у них не было, а мне 8-й год шел. И я бывало, что не утро зайду к нему, да на целый день и застряну. Сижу себе с ним рядышком на заборе ихнего участка, а соседи то и дело подойдут, глянут сквозь ограду, что он за клячу опять выменял на моток хозяйской колючей проволоки или на какую-нибудь ломаную борону. А Эб, знай, врет им, и врет ведь как раз в меру, насчет того, который ей год и много ли за нее отдал. По части лошадей он был как ненормальный, сам это признавал. Ихней так в тексте. Спасибо. Что? У моста или у моста? У моста. Нет, мост. У моста. Есть допустимые нормы. И коли мы чаще общаемся между собой, а не на сцене, у моста. Жюри расходится во мнениях. На мой взгляд, у нас сейчас существует 2 литературные нормы. Да? Высокий стиль и низкий бытовой стиль. Да? В одном варианте у моста все-таки относится к высокому. Но их гоняют. По средам однозначно, конечно. Здесь исключение. А у моста и у моста, мне кажется, допустимо особенно. Тем не менее, жюри вправе принимать решения на основе своего представления об этом. И я прошу оценить технику чтения Александра. 5, 5, 6, 6, 6. Оценка за общее впечатление. 5, 5, 6, 6, 6. Аплодисменты Александру. И на сцену приглашается Александра Овечкина. Так, прошу вас выбрать текст. Да. Вам не повезло. Тем не менее, попробуйте. Морис Лебов. Арсен Люпен, джентльмен-грабитель. Он не направится в Руан, значит, останется в окрестностях города, где мы чувствуем себя еще увереннее. Он не останется в окрестностях. О, и где же он будет прятаться? Я вытащил свои часы. В настоящее время Арсен Люпен бродит недалеко от вокзала Дарнеталя. Без 10:11. То есть через 22 минуты он сядет в поезд, который с северного вокзала Руана отправится в Амьен. Вы полагаете? Но почему вы так в этом уверены? О, все очень просто. В купе Арсен Люпен рассматривал мой путеводитель. Зачем?
Не проходила ли другая ветка недалеко от того места, где он исчез? Не было ли на той ветке вокзала? Останавливался ли он на этом вокзале какой-нибудь поезд? Я тоже сверился с путеводителем и все понял. Спасибо. И оценка за технику чтения. Прошу вас. Прошу вас. Спасибо. 6, 5, 4, 5, 5. Оценка за общее впечатление. 4 пятерки и 4 балла. Спасибо. А на сцену приглашается Полина Башенина. Прошу вас. Амброс Бирс. Случай на мосту через Совиный ручей. Очевидно, несмотря на все мучения, он уснул на ходу, потому что теперь перед ним была совсем другая картина. Может быть, он просто очнулся от бреда. Он стоит у ворот своего дома. Все осталось как было, когда он покинул его. Но все радостно сверкает утренним солнцем. Должно быть, он шел всю ночь. Толкнув калитку и сделав несколько шагов по широкой аллее, он видит воздушное женское платье. Его жена, свежая, спокойная и красивая, спускается с крыльца ему навстречу. На нижней ступеньке она останавливается и поджидает его с улыбкой неизъяснимого счастья. Все изящество и благородство собралось в ней, как она прекрасна. Он кидается к ней, раскрыв свои объятия. Он уже хочет прижать ее к груди, как вдруг яростный удар обрушивается сзади на его шею. Ослепительно белый свет в грохоте пушечного выстрела полыхает вокруг него, затем мрак и безмолвие. Пейтон Фокуэр был мертв. Тело его с переломанной шеей мерно покачивалось над стропилами моста через Совиный ручей. Спасибо. Аплодисменты. И я прошу оценить технику чтения Полины. 4 пятерки и 4 балла. Прошу оценить общее впечатление. 4 пятерки и 6 баллов. Аплодисменты. А на сцену у нас приглашается Ольга Яковлева. Так, прошу. Роман Гомес де Лассерна «Гоя». У Гои колдуют расхристанные старухи со сверлящим взором. Те самые, что наводят ужас в нищих предместьях, мелькая в дверных проемах своих грязных лачуг. Во времена Гои эти замызганные притоны начинались едва ли не у Пуэрто-дель-Соль, а нищета грозила каждому. Старухи, глядящие вслед художнику, ведьмы, властвующие над жизнью. Визгливые, навязчивые, прожорливые, ведьмы в старости всегда безобразны. Вечно они спешат с пузатыми кувшинами к реке клеветы и лжесвидетельствуют, не упуская случая. Гоя видел их глаза в глаза. Это они снуют вокруг, наводили на него порчу. Он знал их лицо и потому выволок на всеобщее поношение из смрадной человеческой кучи, из общего могильного рва, куда угрюмое чудище, старость, затащила суеверную юность. Всегда у Гои эти старые шепотуньи шныряют вблизи молодых. Спасибо, текст попался. Не уходите, пожалуйста. Оценки за технику речи. 4, 5, 4, 3, 3. У нас сегодня судьи невероятно лояльны, надо сказать. В позапрошлом году оценки были бы строже. Как чувствую. Итак, оценка за общее впечатление. Именно для этого она и существует. Пожалуйста, 5, 5, 4, 4, 3. Спасибо. И на сцену у нас приглашается Дарья Сергеева. Итак, пожалуйста. Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Великий Гэтсби.
В юные годы, когда я более внимательно воспринимал окружающий меня мир и прислушивался к мнению других людей, отец дал мне совет, к которому я вновь и вновь обращался в течение всей своей жизни. «Если когда-нибудь тебе захочется кого-то критиковать, — сказал он, — вспомни, что далеко не все люди в мире обладают теми преимуществами, которые дарованы тебе». Больше он не сказал ничего, однако мы никогда особо с ним не откровенничали, и я понял, что в его словах заключается куда более глубокий смысл. В результате я стал проявлять сдержанность в суждениях. Эта привычка позволяла мне открывать в людях любопытнейшие черты характера и вызывать их расположение. В то же время именно из-за нее я не раз становился жертвой занудливых и прилипчивых субъектов. Люди с нестандартным мышлением быстро подмечают в человеке эту особенность и привязываются к ее обладателю. Спасибо. Итак, я прошу дать оценку за технику чтения. 4 пятерочки и 4 балла. Оценка за общее впечатление. 6, 6, 6, 5, 4. Спасибо, аплодисменты. И на сцену выходит Данил Перевозчиков. Так, текст. Желание Верга, волчица. Волчица схватилась за голову, не ответив ни слова. Она ушла и больше не появлялась на гумне. Но в октябре она снова встретилась с Нани. Это было время, когда из олив выжимают масло. Нани работал рядом с ее домом, и скрип пресса не давал ей спать всю ночь. «Возьми мешок с оливами», — сказала она дочери, — «и иди за мной». Нани подталкивал лопатой оливы к прессу, подгоняя мула возгласом «Оэ, оэ», чтобы тот не останавливался. «Хочешь мою дочь, Маркию?» — сказала Донья Пина. «А что вы даете за ней?» — спросил Нани. «Кое-что оставил ей в наследство отец, а я в придачу дам ей свой дом. Только дайте мне угол на кухне, чтобы положить синячок, на котором буду спать». «Хорошо, если так, поговорим на Рождество», — сказал Нани. Спасибо. Итак, я прошу дать оценку за технику чтения. 5, 5, 5, 4, 4. Оценка общего впечатления. 6, 6, 5, 5, 4. Аплодисменты. А на сцену у нас стремительно поднимается Денис Горбунов. Итак, прошу. Андреа Бреттон, Надя. То я есть, может быть, в виде исключения отдаться на милость известному речению, с кем поведешься? Действительно, не свистели всю проблему к вопросу «с кем я?». Это последнее слово, признаться, сбивает меня с толку. Оно устанавливает между мной и некоторыми личностями отношения странные, неизбежные, волнующие в большей мере, чем я предполагал. Оно выражает сверх того, что хочет сказать, вынуждая меня еще при жизни играть роль привидения. Очевидно, оно намекает, для того, чтобы стать тем, кто я есть, мне надлежит прекратить свое бытие. Употребленное, впрочем, не без основания в таком смысле это слово открывает, что воспринимаемое мною как объективное проявление моего собственного существования, проявления более или менее свободные, есть нечто, переходящее в пределы этой жизни из деятельности, в поле которой совершенно мне неведомо. Этот образ приведения со всей его условностью, как во внешнем облике, так и в слепой покорности случайностям времени и места, служит прежде всего законченной иллюстрацией моих мучений, возможно, вечно. Спасибо. Мне показалось, или он на одном выдохе прочитал весь текст? Не понял, что больше. Да. Ну что ж, аплодисменты за технику чтения. 4, 4, 3, 5, 3.
Оценка за общее впечатление. 5, 5, 4, 4, 3. Аплодисменты. Судьи вняли немножко тому, что я сказал, и стали строже. Я замечаю, да. Итак, на сцену приглашается Алина Гайнуддинова. Не стала долго выбирать Алина. И прошу. Шахматная новелла. Около года тому назад Чинтовичу удалось сразу стать в ряды таких шахматных светил, как Алей, Капабланка, Тартаковер, Ласкер, Боголюбов. С момента появления в Нью-Йорке на турнире 1922 года 7-летнего вундеркинда Ришевского великолепная плеяда шахматистов не знала ни одного новичка, который вторгался бы в их среду. С таким шумом и вызвал бы к себе столь острый интерес. Умственные способности Чинтовича отнюдь не предвещали ему столь блистательную карьеру. Вскоре обнаружилась тайна. Чемпион мира ни на одном языке не мог написать без ошибок даже несколько слов. И как саркастическое Давайте остановимся. Время наше закончилось. Вы как будете писать? Да, конечно. Итак, оценка за технику чтения. 4 и 4 тройки. Оценка за общее впечатление. 4, 4, 4, 4, 3. Аплодисменты. Текст был сложный, фамилий много, особенно если человек первый раз в жизни их увидел. Ну что, на сцене у нас Анастасия Юрпалова. Прошу вас. Франц Верфель, «Черная месса». «Видите ли, вам следует знать, — говорил он, следя за Людмилиным лицом, — что мне тоже нелегко дались экзамены на прапорщика, а у вас была все-таки школа, вы образованные люди. А тогда воззрился на меня господин полковник фон Вурмузер, исполняющий обязанности кадетского офицера Когут. Что вы знаете о Юлии Цезаре? Я собираюсь духом и кричу: господин полковник, честь имею доложить. Ничего. Второй вопрос, исполняющий обязанности кадетского офицера Когут. Что вы знаете о Карле Великом? Я беру себя в руки и кричу еще громче: господин полковник, честь имею доложить. Ничего. Господин полковник фон Вурсмер выжидает мгновение, затем спрашивает: исполняющий обязанности кадетского офицера Когут, что вы знаете об императоре Иосифе? И тут я кладу полковника на обе лопатки, щелкаю каблуком так, что пол трещит, и: господин полковник, честь имею уточнить, о каком императоре Иосифе? Их ведь собственно двое. Господин полковник фон Вурсберг говорит: смотри-ка, однако я проскочил. Так что видите, военной косточкой нужно быть, а не мямлей. В этом все дело. Спасибо. Вполне себе по-военному. И я прошу оценить технику чтения. Все судьи 5 баллов. И оценка за общее впечатление от чтения. Все судьи 5 баллов. Аплодисменты. А на сцене у нас Анастасия Дымова. Итак, тоже не стала долго искать текст. И прошу вас. Луи Арагон. Страстная неделя. Страстная неделя. Пожалуйста, во время чтения. Прошу вас. Вот под этим-то предлогом Теодор и выпросил у своего командира Ларистона увольнение хотя бы до 2 часов. Надо же привести Трика в приличный вид, коль скоро сегодня во второй половине дня его величество проведет на Марсовом поле смотр алым и белым ротом. Эстафета с этим известием
прибыла от маршала Мормона. Когда разъезд уже начался, черные мушкетеры вообще отбыли. Без малого 9 часов проторчав на плацу, и никто не знал, удастся ли собрать к назначенному часу роты в полном составе. Серых мушкетеров на их беду успели предупредить. И Теодору хотелось попрощаться с отцом. Так или иначе, было очевидно, что придется покинуть столицу. Спасибо. Надо полагать... Время. Аплодисменты. Итак, оценка за технику чтения. Да, всех слово страстное, в общем-то, подкосило. Еще раз, пожалуйста, поднимите, не успели записать. 5, 5, 4, 4, 4. Оценка за общее впечатление. 5, 6, 4, 4, 4. Спасибо вам, что у нас военная тема пошла, да, в литературе зарубежной. А на сцене завершает наш второй тур Владимир Чубар. Теодор Драйзер, сестра Керри. Прекрасно. Большой город с помощью своих коварных ухищрений обольщает не хуже опытного соблазнителя, микроскопически малого по сравнению с ним, но куда более гуманного. В городе действуют могучие силы, которые обладают такими способами проникнуть в душу своей жертвы, какие доступны лишь человеку утонченной культуры. Мерцание тысячи огней действует не менее сильно, чем выразительный блеск влюбленных глаз. Моральному распаду бесхитростной наивной души главным образом способствуют сверхчеловеческие силы. Море оглушающих звуков, бурное кипение жизни, гигантское скопление человеческих ульев. Все это действует на ошеломленное чувство весьма сомнительным образом. Какими только лживыми уверениями не пленяют эти силы неискушенное ухо, если нет рядом советчика, который вовремя шепнул бы «берегись». Спасибо. Аплодисменты. И оценки за технику чтения. 4 шестерки и 5 баллов. Оценка за общее впечатление. 3 шестерки и 2 пятерки. Спасибо. Итак, сейчас подсчитываются итоги второго тура. Хотелось бы, я от себя просто как от актера, как от человека, который победил все-таки чемпионат, на секундочку. Хочу для участников дать совет. Стихи от прозы отличает ритм. Да? А ритм у нас заложен в строфном делении стихов. Пожалуйста, когда читаете стихи, не забывайте про то, что они делятся на строки не просто так. Про рифму. Да, про рифму, про ритм, про строфы. Ну и, конечно, смысл попытайтесь из всего этого вытащить. А я готов озвучить результаты второго тура. Итак, Перевозчиков Данил 49 баллов. Шухланцев Владимир 57 баллов. И это лидер второго тура. Он будет начинать третий. Горбунов Денис 40 баллов. Башенина Полина 50 баллов. Овечкина Александра 49 баллов. Юрпалова Анастасия 50 баллов. Яковлева Ольга 40 баллов. Александр Кириллин 56 баллов. Гайнудинова Алина 35 баллов. Сергеева Дарья 51 балл. И Дымова Анастасия 45 баллов. Ну что, стихи. Больше того, все еще не просто так. Мы будем читать авангардистские стихи. Поэтому морально настройтесь, приготовьтесь, вас ждет невероятные открытия в области художественного чтения вслух. Итак, выбирайте. И прошу вас. Август Штрам. Цвет.
Бриллианты блещут над водою, ввысь воздеты руки, блеклый прах подтягивают к солнцу, дрожь цветов в волосах, искрясь, ветвясь, ткутся покровы. Пахнут белые блеклые, бледные покровы. Роза, робко туманная трепещет, дрожь и пятна, губы, губы, жадные, жаркие, зыбкие губы. Цвет, цвет, поцелуй, рьяно, пьяно, золото, вина, ты и я и ты. Ты? Итак, вот это будет тур. Я чувствую, это будет битва настоящая. Итак, я прошу оценить технику чтения Владимира. 4 пятерки и 6 баллов. Я прошу оценить общее впечатление. 6, 5, 5. Уже хотя бы за то, что справился, да? А на сцену приглашается Алина Гайнуддинова. Андре Сальмон, Светляки. Не глядя, как плетется кляча, крестьянин дремлет на вазу, старуха с дочкой судача ведет на ярмарку козу. Чем заняты все эти люди? Ах, чем угодно, лишь не мной. Но я покорствую причуде, слежу за жизнью мне чужой. Увы, один под сводом неба, утратившего счет годин. Один в скверду, закрывшись хлеба, и там меж деревень один. И жизнь была б лишь дар презренный. Без этой пляски светляков, балета будущих веков, во славу гибнущей вселенной. Спасибо. Это было сложно. Итак, оценка за технику чтения. Пожалуйста. 4 четверки и 5 баллов. Оценка за общее впечатление. 5, 5, 5, 4, 4. Аплодисменты. Синой неизведанного в путах дней. Поступи подобно лебединой. Смерть, конечно, непостижение, основание нашей жизни всей, робкому же его привидение. Подхватив его речное лоно, постепенно, нежно и влюбленно все течения снизу берет. Лебедь же теперь, воссев на ложе, с каждым мигом царственней и строже, и небрежно тянется вперед. У меня все, вот 4 текста про смерть. Итак, пожалуйста, оцениваем смертные искания участницы. Техника чтения, пожалуйста. 5, 5, 4, 4, 4. Оценка за общее впечатление. 5, 5, 4, 4, 4. Аплодисменты. И на сцене у нас Анастасия Дымова. Судя по возгласу, повезло. Итак, прошу вас. Владимир Маяковский. Вывеска. Читайте железные книги. Под флейту золочены буквы. Полезут копченые сиги, золотокудревые брюквы. А если властью пьес ей закружат созвездия магии, бюро похороненных процессий свои проведут в саркофаге. Когда же хмурый плачевен загасит фонарные знаки, влюбляйтесь под небом харчевин в фаяновских чайников маки. Спасибо. Ну что ж. Повезло. Практически повезло. Итак, насколько вам повезло, сейчас оценит жюри. Оценка за технику чтения, пожалуйста. 4, 4, 4, 5, 3. Оценка за общее впечатление. 5, 5, 4, 4, 4. Аплодисменты. А на сцену поднимается Данил Перевозчиков.
Спокойно, спокойно. Устраивайтесь на лучшее. Припрыжку. Так, собрались, сосредоточились, выдохнули. Давид Бурлюк. Приказ. Закалите всех телят, аппетиты утолять, изрубите дерево на горючие дрова, иссушите речек воды под рукой и далеке, требушите небо своды, разъяренном гопаке, загасите все огни, ясным радостям сродни, потрошите небо своды, озверевшие народы. Вот так вот, не уходи, не уходи. Дождемся все-таки оценок. Оценка за технику чтения. 4 пятерки и 4 балла. Оценка за общее впечатление. 4 пятерки и 4 балла. Аплодисменты. Ты так и не стал рекордсменом, единичку ты не получил. А на сцене у нас... На сцене у нас Александра Овечкина. Николай Асеев. Закат онемелый трепещет, и сбывшийся день беспокоен. Там стрелы последние мещет, израненный воин. Эфир опустел и недвижен, и внемлет безмолвие. Там окна столпившихся хижин покрыты кровью. А ночь от восточного склона недвижными машет крылами. Дыхание темного лона. Пожалуйста. 5, 4, 3, 4, 4. Оценка за общее впечатление. 5, 4, 4, 4, 4. Аплодисменты ваши. А на сцену выходит Полина Башенина. Елена Гуро. Вдруг весеннее. Земля дышала ивами в близкое небо. Под застенчивый шум капель оттаивала она. Было, что над ней возвысились, может быть, и обидели ее, а она верила в чудеса. Верила в свое высокое окошко, маленькое небо меж темных ветвей. Никогда не обманула, ни в чем не виновна. И вот она спит и дышит. Тепло. Спасибо. Итак, вам предстоит оценить технику чтения Полины. Пожалуйста, ваши оценки. 4 пятерки и 4 балла. Оценка за общее впечатление. 5, 5, 5, 4, 4. Спасибо. Аплодисменты. И на сцене у нас Анастасия Юрпалова. Еще не последняя, еще два, кроме нее еще два участника. Так, прошу вас. Поль Эльюар, к стеклу прильнув лицом, как скорбный страж. К стеклу прильнув лицом, как скорбный страж, а подо мной внизу ночное небо, а на мою ладонь легли равнины в недвижимости двойного горизонта. К стеклу прильнув лицом, как скорбный страж, ищу тебя за гранью ожидания, за гранью самого себя. Я так люблю, что я уже не знаю, кого из нас двоих здесь нет. Неожиданно закончилось стихотворение. Но это абсурдистская поэзия. Итак, прошу оценить технику чтения. Итак, все судьи 5 баллов. Оценка за общее впечатление. 5, 5, 5, 4, 6. Итак, на сцену приглашается Дарья Сергеева. Василий Каменский, или Каменский? Каменский, вода вечерняя. С крутого берега смотрю вечернюю зарю.
И сердцу весело внимать лучей прощальных ласку, и хочется скорей поймать ночей весенних сказку. Тиха вода и стройно лес, затих завороженный, уносит в мир чудес. И ветер, заплетающий узоры кружев верб, и синеве сияющий золоторогий серп. Спасибо. Оценка за технику чтения. Пожалуйста. 4 пятерки и 4 балла. Оценка за общее впечатление. 6, 5, 5, 4, 4. Аплодисменты. Ну и завершает наш второй тур Александр Кириллин. Жоан Сальват Папасейт. Здесь небо бесконечное, и море без конца, и побережье Гарофа из влажного свинца. Здесь Манжуич, как часовой, бессонный на посту, и сотни мачт, секиры бурь, трофеями в порту, где Рамбла, словно карусель, дает сердцам разгон, и где над полем Марсовым клокочет стадион. Вы уходите, пожалуйста, получите все-таки заслуженную оценку. Итак, я прошу оценить технику чтения. Все судьи 6 баллов. И оценка за общее впечатление 5, 5, 6, 6, 6. Судейно было, сказал бы я. В данном случае за такую низкую оценку не понравилось. Я оценивать сам не могу, зато я могу крикнуть судью на мыло. То же самое могут сделать все зрители, даже участники нашего сегодняшнего чемпионата. А если мы так кричим, меняется решение какое-то? Меняется в следующих турах. Мы вас запомним. Андрей Вознесенский. Сибирские бани. 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 Двери. Хлоп. Бабы прыгают в сугроб. Прямо с пылу. Прямо с жару. Ну и ну. Слабовато Ренуару. До таких сибирских ню. Что, Мадонны, эти спины, эти плечи наповал, словно доменную печью, запрокинутый металл. День морозный, чистый, парный. Мы стоим, 4 парня, в полушубках, кровь с огнем. Как и шуткой шуганем. Ой, испугу, ой, избушку, как из пушки, во весь дух. Ух! А одна из них задержится, за приступочку подержится и в соседа со смешком кинет кругленьким снежком. А вот и подоспели результаты третьего тура и, соответственно, результаты суммы 3 туров. Итак, Перевозчиков Данил получил за третий тур 48 баллов. Владимир Чукланцев 54 балла. Горбунов Денис 35 баллов. Пашенина Полина 47 баллов. Овечкина Александра 41 балл. Анастасия Юрпалова 50 баллов. Ольга Яковлева 44 балла. Александр Кириллин 58, практически тоже рекорд сегодняшнего. Гайнуддинова Алина 44 балла. Дарья Сергеева 48 баллов. И Анастасия Дымова 42 балла. Таким образом, по сумме всех 3 конкурсов, 3 туров, в наш финал выходит Анастасия Юрпалова с результатом 149 баллов. С результатом 167 баллов Владимир Чухланцев. Ну,
И с результатом 172 балла Александр Кириллин. Ну что, я предлагаю порядок выступлений по увеличению баллов, да? Итак, Анастасия. О. Может, такого быть? Так, у кого? Еще раз дайте, пожалуйста. Еще раз дайте, пожалуйста. Да, да, 149 баллов у Анастасии, и вы начинаете финал. Прошу вас взять конверт, порвать его. Вот так, прямо вот так вот, совершенно. Да? Это может конверт. Итак, мы открываем книгу, и там внутри находим текст, который вы будете читать. Прошу. Тишина. Андрей Вознесенский, вы застали меня живым. Вы застали меня живым, не на свалке, не на пьедестале. Когда все вы трупами стали, вы застали меня земным. Передача идет живьем, передача наследства миром, биополем, живым эфиром, что мы думаем, как поем. Я вернусь в твой край дождевой, дверь открою взрыв берестяный. Я живой у тебя застану, как потрясно, что я живой. Итак, мы оцениваем выступление Анастасии. Техника чтения. 5, 6, 4, 5, 5. Это 25 баллов, насколько я понимаю. Результат за общее впечатление. 6, 5, 5, 5, 4. Еще раз. 25 баллов. 6, 3 пятерки и четверка. Итак, продолжает наш финал Владимир Чухланцев. Бережно решил войти с конвертиком нынче. Итак, открываем книгу там, где у нас закладочка. Прошу. Андрей Вознесенский, к образу. Ты понимаешь, с кем связалась? С самим, быть может, князем зала. Гитара коброй развязалась, по тельцу кольцами ползла. Когда играешь ты на пару в концерте, сердцу вопреки, прошу тебя, стряхни гитару с остановившейся руки. Но каждым вечером я в шоке. Так гипнотически стоит, как кобра, раздувая щеки, в тебя нацеленный пюпитр. Аплодисменты. Итак, оценка за технику чтения. 5, 5, 5, 5, 6. 26 баллов за технику чтения. И оценка за общее впечатление, пожалуйста. 6, 5, 5, 6, 5. Общая сумма 53 балла. Итак, Александр, вам остался последний конверт. Такова участь лидера нашего чемпионата. Прошу вас. Андрей Вознесенский, убрать болтливого вождя. Убрать болтливого вождя нельзя, не ждя. Построить храмы без гвоздя нельзя, не ждя. Когда луна, околдовав, дрожит, скользя, нам снова хочется стремглав. Не ждя нельзя. Как помощь скорая летим, смешав сирены и интим. Плевали на очередя, нам ждать нельзя. Аплодисменты. Итак, я прошу оценить технику чтения Александра. Все судьи 6 баллов. Общее впечатление
4 шестерки и 5. Таким образом, с результатом 59 баллов. Победителем Ижевского отборочного тура чемпионата по чтению «Открой рот» становится Александр Кириллин. Я прошу на сцену для вручения призов. Татьяна Владимировна, вам достается эта честь. Напомню, что библиотека является главным организатором этого фестиваля именно в городе Ижевске. Я благодарю еще раз всех участников конкурса. Удивительно то, что вы смогли сегодня здесь показать в первую очередь многие находчивость. И, конечно, я поздравляю вас с победой, заслуженной победой. Я думаю, что, Антон, у нас еще, вы сказали, что победитель получает все. Книги от партнеров конкурса, от наших друзей, от Министерства культуры, Национального театра Удмуртской республики, от нашей библиотеки билеты в театр. Но еще вопрос, что наш победитель будет дальше представлять. Да, я скажу об этом, конечно. Я поздравляю вас. Большое спасибо. Читающий человек, любящий литературу. И я часто бываю в библиотеках города Ижевска. Ой, молодец. Это прекрасно. Поаплодируем еще раз. Конечно, я поздравляю финалистов. У вас все впереди. Итак. Да. 3 конвертика. Давайте из ваших Так, рук все-таки. Конечно, что потому что вот победитель получает все, но и финалисты также получают бонус. Вы достойно сражались. Но я хочу сказать, что для вас на этом все не заканчивается, только начинается. Вас впереди ждет не сегодня финал конференции. Да, с вами свяжутся, обязательно вам сообщат, как, когда и как будет происходить. Ну а сейчас я хотел бы вручить дипломы, памятные дипломы за то, что вы участвовали. И, конечно, диплом чемпиона вручается Александру Кириллину. Диплом участников вручается Владимиру Чухланцеву. Диплом вручается Дарье Сергеевой. Можно здесь. Мне будет приятно подойти. Диплом вручается Анастасии Юрпаловой. Алине Гайнуддиновой. Давайте уж насладитесь славой до конца. Постойте со мной немножечко вместе. Мне приятно. Диплом вручается Александре Овечкиной. Пожалуйста. Диплом вручается Ольге Яковлевой. Диплом вручается Полине Башениной. Диплом участника вручается Денису Горбунову. Диплом вручается Данилу Перевозчикову. Диплом вручается Анастасии Дымовой. Кажется, никого не забыли. Я хочу еще раз поблагодарить жюри за эту работу. Хочу поблагодарить всех участников
за то, что вы были сегодня с нами. Очень хочу поблагодарить Национальную библиотеку за то, что вы организовали в очередной раз этот праздник для нас. А я хочу поблагодарить за прекрасное актерское ведение нашего ведущего. Спасибо. Что ж, дорогие друзья, читайте хорошие книги, приходите на наш чемпионат. Это был «Открой рот».